Встреча Трампа и Зеленского, вторая за месяц и первая в таком необычном формате. Путину пришлось унижаться перед Алиевым. В Москве решили скрыть позорную информацию, но правда вышла наружу. Из мэров в СВОшники, российских чиновников заставляют подписывать контракты. Страна все глубже проваливается в войну. Взрыв в торговом центре, разрушенные дороги, погибшие и эвакуация сотен тысяч человек. Разрушительные последствия. В Варшаве сделали заявление о территориальных претензиях к Киеву. Польский МИД расставил точки над «и». Об этих и других событиях к утру среды, 29 июля. Среда, середина недели и самое время собрать все главное к этому часу. В эфире «Нехта». Начинаем. Владимир Зеленский встретился в Вашингтоне с Дональдом Трампом. Встреча впервые прошла в таком необычном формате, практически за закрытыми дверями. Журналистам пришлось снимать гостя издалека и через забор. Разговор длился около часа, а президент Украины описал встречу как хорошую. Обсудили с президентом лицензии на производство перехватчиков для патриотов и некоторые другие идеи, которые могут помочь. Также говорили о дипломатии. Важно активизировать дипломатический процесс. Накануне The Wall Street Journal дала оптимистичные прогнозы. Источники, близкие к президенту США, рассказали, что Трамп все меньше доверяет оценкам Путина. По данным издания, раньше хозяин Белого дома считал, что Россия сможет победить на поле боя. Однако со временем его отношение изменилось. Источники утверждают, что на него повлияли способность Украины удерживать фронт, дальние удары по российской территории и стремительное развитие украинской индустрии беспилотников. Собеседники издания отмечают, что Трамп по-прежнему рассчитывает на мирное урегулирование и теперь смотрит на Владимира Зеленского значительно более благосклонно. Впрочем, насколько устойчивым окажется этот сдвиг в его позиции, источники прогнозировать не берутся. Украина может быть атакована баллистикой, но в этот раз не российской. Ракетный удар по стране может нанести Иран. Об этом сообщают ряд СМИ. Пуск может быть осуществлен в течение суток. Называется даже точное число ракет. Якобы союзник Москвы собирается выпустить 3 боеприпаса. Ранее с угрозами в отношении Киева выступил ряд иранских высших чиновников. Зеленский атаковал иранское торговое судно, убив моряка. Это вопиющее нарушение устава ООН, совершенное по указанию Израиля с целью втянуть Европу в войну. Действия этого паразита в Киеве не могут оставаться без ответа. Речь о субботнем ударе в Каспийском море. В Киеве подтвердили атаку, заявив, что судно перевозило военные грузы. Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что в настоящее время нет никаких официальных данных о планах Ирана нанести удар баллистикой по Украине. В то же время Коваленко подчеркнул, что соответствующие ракеты у режима Аятолл есть. Топливный кризис начал отступать. Об этом заявили некоторые российские СМИ, написав, что в ряде регионов начали снимать ограничения. Но тут пришла другая новость. После атаки беспилотников полностью остановился Тюменский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли. По данным собеседников агентства, удар, нанесенный в субботу, пришелся по установке гидроочистки дизельного топлива и комплексу по производству высокооктанового бензина. Когда предприятие сможет возобновить выпуск топлива, пока неизвестно. Тюменский НПЗ считается крупнейшим независимым нефтеперерабатывающим заводом России. Он способен перерабатывать до 9 миллионов тонн нефти в год и стал уже 6-м крупным российским НПЗ, который остановил работу после атак беспилотников с начала июля. Россия все глубже проваливается в войну. Под ружье ставят уже чиновников высшего ранга. В Липецкой области в мобилизационный резерв Минобороны записали заместителей губернатора, мэра
и нескольких региональных министров, а также глав муниципалитетов. Такой новостью поделился глава региона Игорь Артамонов. Но в окопы эти чиновники пока не поедут. По словам губернатора, все они подписали трехлетние контракты, но будут служить в составе мобильных огневых групп, которые должны защищать регион от воздушных атак. После обучения они продолжат работать на своих должностях, однако во время учебных сборов сроком до 2 месяцев будут по очереди заступать на боевое дежурство. Ранее контракты с Минобороны подписали мэры Орла, Мичуринска, вступившие в ряды региональной ПВО «Барс». Это подразделение прославилось на минувшей неделе, когда, по предположению некоторых Z-блогеров, именно его бойцы сбили в Подмосковье гордость путинской военной авиации истребитель 5-го поколения Су-57. Запишите поскорее туда всех губернаторов. Только недавно Лавров упрекал Трампа в непацанском поведении, и вот уже Москва вынуждена умерить свои понты. В Кремле умолчали, кто инициировал разговор Владимира Путина и Ильхама Алиева. После телефонных переговоров российская сторона лишь сообщила, что между главами государств состоялся телефонный разговор. При этом администрация президента Азербайджана прямо указала, что с инициативой выступил именно хозяин Кремля. В остальном сообщения Москвы и Баку практически совпадают. Различие оказалось только в одной детали. Кто именно первым поднял трубку? С недавним звонком Путина Трампу было почти так же. Помощник российского правителя Юрий Ушаков напустил такого туману, что ряд российских СМИ написали, что это Трамп в День независимости США решил набрать московского абонента. Правда, потом кремлевским барзаписцам пришлось переписывать свои сообщения. Официальная Варшава ответила, есть ли у нее территориальные претензии к Киеву. В польском МИД прокомментировали недавнее заявление Путина и категорически отвергли любые намеки на возможный раздел Украины. Утверждения Москвы о якобы существующих планах аннексии западных территорий Украины, в том числе со стороны Польши, представляют собой примитивную попытку дезинформации и являются постоянным элементом информационной войны. Цель этих действий ясна и заключается в попытке натравить европейские народы друг на друга и отвлечь внимание международного сообщества от жестокой, незаконной военной агрессии, осуществляемой РФ. Поводом для реакции стали слова Путина, сказанные в воскресенье в Санкт-Петербурге. Кстати говоря, уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польше принадлежало, Венгрии принадлежало, Румынии принадлежало, рано или поздно, не завтра, может быть, не послезавтра, год, 2, 10, 15, но все исторически встанет на свои места. Во время встречи с военными моряками Путин дополнил свой старый бред о созданной Лениным Украине и заявил, что западные земли якобы были ей подарены. Разве Сталин Украине подарил эти земли? Но подарил как в рамках единого государства. Россияне снова массово ищут жилье в Армении. По данным издания «Верстка», в Ереване резко вырос спрос на аренду квартир на фоне слухов о новой волне мобилизации в РФ. Местные риэлторы говорят, что ситуация все больше напоминает осень 2022. По их словам, подавляющее большинство новых клиентов либо только приехали из России, либо уже готовятся к переезду. Многие, как предполагают собеседники издания, хотят уехать еще до выборов в Госдуму. На фоне растущего спроса аренда жилья в Ереване за последние 3 месяца подорожала примерно на 30%. Риэлторы отмечают, что запросов на сентябрь становится все больше, а нынешние цены называют просто сумасшедшими. Об увеличении числа желающих переехать свидетельствуют и специализированные телеграм-чаты по поиску жилья. Там ежедневно появляются десятки объявлений от россиян, которые уже прибыли в Армению или планируют эмигрировать этой осенью. Францию накрыла уже 4-я волна аномальной жары с начала года. На юго-западе страны температура поднимается выше 40 градусов, а синоптики предупреждают, что пик жары еще впереди. Экстремальная погода усугубляет ситуацию с крупнейшими лесными пожарами в истории Франции. На юго-западе страны за 6 дней огонь уничтожил около 42 тысяч гектаров леса и сотни домов. Несмотря на то, что пожарным удалось остановить распространение огня в районе Бордо,
Бордо появляются новые очаги возгорания. Тяжелая ситуация сохраняется и в соседней Испании. Там продолжаются масштабные пожары к западу от Мадрида, а власти предупреждают, что ближайшие часы станут решающими из-за нового роста температуры. В 2 странах свои дома уже покинули более 300 тысяч человек. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Испании Педро Санчес призвали жителей готовиться к тяжелым дням и соблюдать максимальную осторожность. Во время предыдущей волны жары смертность во Франции выросла более чем на треть по сравнению со средними показателями прошлых лет. Историю с возможным возвращением Михаила Федорова на пост главы Минобороны Украины на Банковой считают закрытой. Об этом пишет РБК Украина со ссылкой на источники в окружении Владимира Зеленского, ну и самого экс-министра. Тем не менее, акции против кадрового решения президента не только продолжаются, но могут и масштабироваться. Один из организаторов протестов, Дмитрий Козетинский, призвал киевлян в пятницу выйти на шествие. Ветеран заявил, что демонстрация должна потребовать от власти открытого диалога и продолжения реформ. По его словам, шествие начнется в 7 вечера у памятника Тарасу Шевченко и завершится на площади Ивана Франко. Инициатор также предложил и жителям других украинских городов провести аналогичные акции, если это позволит ситуация с безопасностью. Козетинский призвал президента дать бывшему министру Михаилу Федорову еще около года на реализацию реформ и только после этого оценивать результаты его работы. Япония пережила мощное землетрясение магнитудой 7,1. Подземные толчки произошли в префектуре Кумамото, оставив без света десятки тысяч домов, повредив дороги и нарушив работу транспорта. Сообщается о погибших и людях, которые остаются под завалами. Их число пока не называется. После землетрясения в одном из торговых центров произошел взрыв, из-за которого обрушилась часть здания. Спасатели продолжают поисковую операцию. В регионе также не прекращаются повторные подземные толчки. Почти 300 тысячам жителей рекомендовали эвакуироваться. Для ликвидации последствий власти направили около 3,5 тысяч военнослужащих. Временно остановлено движение скоростных поездов, а местный аэропорт закрыл взлетно-посадочную полосу. Во время землетрясения пострадал и знаменитый замок Кумамото, построенный еще в 15 веке. Обрушилась часть его стены. Идеолог русского мира Александр Дугин призвал отправить на фронт тусовщиков с московских Патриарших прудов. По его мнению, во время войны в российской столице не должно оставаться иллюзии беззаботной жизни. Мы ведем прямую, лоб в лоб цивилизационную войну с Западом, которого до конца не знаем и во всей глубине не называем истинным врагом. Находиться в бою в таком полупроснувшемся состоянии смертельно опасно. По мнению этого так называемого философа, москвичей, которые проводят время в ресторанах и кафе на Патриарших прудах, следует мобилизовать. Дугин сравнил таких людей с тыловыми муравьями, которые якобы начинают работать только после того, как исчезают остальные. К какому роду насекомых этот русскомирец причисляет себя, он не указал. Спасибо, что досмотрели до конца. Приглашаю на вечерний выпуск.